Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Тянет ли его ко мне прямо сейчас? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на мужчину. Представьте этого человека мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Тянет ли ко мне прямо сейчас? Назовите его по имени. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вашего человека и на его чувства к вам. Так, ну цветок вышел, тут, да, вот он рукой машет вам, вот смотрите, какой он в середине стоит и рукой вам машет. Конечно же, тянет, причем безумно тянет. И это человек-фантазер, это человек-романтик, это человек, ну, не знаю, гурман, да, гурман в женщинах. Как это правильно можно сказать? Вы уж простите, но говорю, как идет. Смотрите, вот этот цветок вышел, он олицетворяет собой и страсть, и огонь, и цветок, романтику, увлечение. То есть этот человек, конечно, он к вам горит, однозначно горит. И сколько бы вам лет не было, и что бы между вами не происходило, и сколько бы вы времени, там, например, вместе в отношениях не были, все человека очень сильно тянет. Но поскольку он здесь вышел один, и он машет рукой, то есть этот человек либо он себя чувствует жертвой любви, так бывает, да? Либо этот человек боится проявлений своих в вашу сторону. Ну, давайте по порядку, да, сначала про то, что он чувствует себя жертвой. Жертва, он боится, что вы его причаровали, заколдовали, и это какое-то наваждение, что, может быть, он какой-то эротоман, извините. Есть такие у него подозрения. Если человек особенно набожный, ну, всякое бывает, да, вот люди с убеждениями. Здесь человек просто сходит с ума. С одной стороны, есть, например, закон религиозный, да, который там запрещает во время там каких-то, может быть, таинств, процедур там думать об любви с женщиной, об интиме и прочее. А он, например, таки как раз и остановиться не может. То есть он думает о вас 24/7, причем не только думает, он еще и фантазирует, причем фантазирует очень ярко. И даже может не только фантазировать, но и помогать себе, извините, руками. Вы извините за то, что такое говорю, простите, пожалуйста, но я стараюсь смягчить то, что здесь показано. Вот. И за это он может думать, что он под наваждением, что вы его зачаровали, что вы его заколдовали, и что он просто, ну, он на стенку готов лезть или биться головой в эту стенку, либо, я не знаю, там себе в трусишке льда наложить, да, чтобы только прекратить эти все фантазии, эти мысли неуемные. Его просто уже... Но он себя уже не контролирует, да, где он, с кем он постоянно думает о вас, мечтает, он вас уже там, не знаю, раздел, переодел, во всякие необычные одежды принарядил, костюмчики, прочее, уже представил себе все, что вы там вместе и на полу, и на столе, и на лампе, и на острове, и где вы только уже не были. Так что здесь у мужчины полет фантазии просто неограниченный. И он себя за это ругает. Он такой думает, блин, ну почему? Значит, она меня зачаровала. Так просто не бывает. Да, мужчина там религиозный будет думать, что вы там какая-то дьяволица, извините меня. Да, там какое-то зелье, опоили его зельем. То есть этот мужчина сходит по вам с ума. То есть ваши феромоны особенно ему заходят. И он просто, шизеет от их запаха. И они в памяти у него живут. То есть тут у него такое, знаете, двойное комбо происходит. С одной стороны, он даже вот просто с вами рядом, он чувствуя ваш запах, уже он чувствует блаженство, да. А если еще интим добавить к этому всему, то есть это и прикосновение, и ласка, и удовольствие этого плана, то, ну, его просто рвет на мелкие кусочки. Да. Рвет его, и он это понимает, и он понимает, что это какой очень сильный наркотик для него получается. Конечно, да, он хотел бы быть немножечко посвободнее от этих наваждений, ощущений, но как бы сердцу не прикажешь, да, и голова работает именно в этом направлении. Следующий момент. Человек, который боится. Человек может бояться
именно того, что вы не примете, именно того, что у него не получится. Человек глубоко в себе не уверен, там думаешь, да, что я ей предложу. У меня там, например, там, не очень много сантиметров, да, и я там, например, не сильно опытный в интимной близости. У меня может быть там, одна партнерша, да, максимум там может быть 2 партнерши и там десяток фильмов для взрослых, да, вот весь мой опыт. Тоже может об этом думать. Вас он считает божественной королевой, а вас он считает женщиной, просто такой огонь. То есть как бы он априори уверен, что вы в этом деле невероятно искушенная. То есть здесь не упрек вам, что у вас было много партнеров, наоборот, вот он считает, что вот как вы выглядите, как вы себя проявляете и как вы на него воздействуете, то есть это все от того, что вы, знаете, как будто бы вас боженька поцеловал, да, и дал вам этот дар, быть невероятно сексуальной штучкой, да, быть всеведущей в интимной части жизни. То есть вот у него такое убеждение. И он очень боится опозориться, да, что он не потянет. Может быть, он из тех, кого называют скорострел. Где я живу, в Турции, да, вот мужчин, которые, например, не могут похвастаться мужской силой, называют таким словом юмушак. Это называется мягкий, да, в переводе мягкий. Вот, может быть разные причины, да, то есть я как бы не хочу туда в дебри лезть, но кто понял, тот понял. То есть человек боится этого момента, боится опозориться, боится не быть мужественным, да, несостоятельным быть. И знаете, его, конечно же, очень тянет. И очень хочется быть с вами вместе, смотреть в ваши глаза, руки. Но он почему-то уверен, что самое важное и самое главное, что должно происходить между вами, это именно интим. Как бы почему так происходит в его голове, я не могу понять. Здесь нету прямой подсказки. Но то, что этот человек зациклен именно на том, что интим – это самое важное в отношениях, и то, что он с этим не справится, либо наоборот, если он в это пойдет, просто там, его заклеймят, да, за этот грех прелюбодеяния, то есть у него это вот прям на первом месте стоит. То есть, возможно, человек не парится и не переживает за другие составляющие жизни, за романтику, за обеспеченность, за комфорт, за общение, то есть он считает, что там все хорошо будет, то есть как бы в принципе переживать за это не надо. Но интимная часть, она невероятно для него важна, и здесь большая проблема. Здесь не только проблема, тут еще и дилемма, что ему делать. Я скажу вам такую вещь. Если ваш человек религиозный, вы это знаете, то здесь, конечно же, во-первых, нужно подходить с другой стороны. Как бы интимная часть жизни – это неотъемлемая часть жизни любого человека. И также вот в религии она тоже очень хорошо прописана. То есть если вы действительно понимаете, что с вашим человеком что-то не так и ведет он себя, грубо говоря, странно, да, то поищите, вот если мужчина религиозный, да, информацию о том, как люди там ведут себя в паре, в отношениях, в браке, что можно, что нельзя и что обязательно нужно. Потому что, насколько знаю я могу сказать про христианство, я могу сказать про ислам, здесь как бы это ставится одной из главных тем и вопросов, да, интимной жизни. То есть мужчина должен, да, и женщина должна не только этим заниматься, но и получать удовольствие от этого. И это ни в коем случае не грех, да, это не предательство где-то чего-то. Поэтому разговаривайте, либо пригласите в свой дом служителя культа, который бы смог на эту тему как-то вот, по-умному поговорить. Да? Если ваш мужчина, наоборот, страдает физическими проблемами, да, вот у него действительно есть какие-то физиологические, физические проблемы, да, то тогда нужно действовать через его близких, то есть мама, друзья, товарищи, приятели, то есть как бы заходить с того угла, чтобы он ходил, действительно там проверялся, лечился. Потому что если у него действительно там проблемы, да, то нужно, тем более в наше время, когда медицина достигла таких высот, можно, в принципе, все и подлечить, и подлатать, и все что угодно сделать. Здесь ваше, вы здесь у меня выходите как творец. Вот видите, девушка творит судьбу мужчины. То есть вы его будете направлять, и вы его будете толкать. Его, конечно же, тянет. И очень сложно, конечно, если вы в начале только самом отношении, когда ваши отношения не настолько близки и нету такого прям полноценного общения. Тогда вопрос решится интимной близостью, либо каким-то очень таким приятным, добрым разговором. А здесь очень важно показать мужчине, что вы его поддержите в любых его каких-то мыслях, фантазиях и
проявлениях, ну, то есть как бы при условии, что он вам нравится. Ну и, конечно же, не надо строить из себя там недотрогу, либо наоборот быть слишком там фривольной. Здесь нужен подход именно такой человеческий, открытый, добрый. Все можно решить. Здесь вы творите, видите, вы творите ваше будущее с этим человеком. То есть как вы себя поведете, как вы будете растить вот этот цветочек, да, вашей любви, так и человек будет дальше себя проявлять. У этого человека, вот он, видите, он готов, но у него в голове идет Луна. Вот реально идет Луна. Луна — это очень много сомнений и переживаний. Эту Луну нужно убирать с этого небосвода, и пусть всходит солнышко. Будет всем хорошо, будет всем приятно, будет всем тепло, и принесет это очень много радости. Девочки, все в ваших руках. Мужчина, ну как ребенок, извините, мужчина как ребенок, мужчина немножечко такой сложный, потому что вот такие психологические все установки, они самые противные. Вот реально самое противное, когда человек вот прям уперся рогом, да, в какую-то тему, его не сдвинуть, не подвинуть. Но я вижу, что вы тоже у меня умненькая, что вы молодчиночка, что вы можете, в принципе, все поменять. Знаете, можете на одном пальце этого человека вертеть при вашем желании. Поэтому, мои милые, все в ваших ручках. Как вы захотите, так оно и будет. Но мужчине нужна помощь, мужчине нужен какой-то вот прям доверительный, наверное, разговор. Пусть не с вами, пусть с человеком, который у него, например, в авторитете, но тем не менее, я вижу, что вы это все можете организовать. Так, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.